лучик Анастасии. Самыми необычными, мистическими мне казались, когда я находился в лесу, ее способности видеть на большом расстоянии отдельных людей, происходящие с ними ситуации. Может быть, и другие отшельники обладали такой же способностью. Делала она это с помощью невидимого луча. Она утверждала, что он есть у каждого человека, но люди не знают о нем, не могут им пользоваться. Человек ничего еще не изобрел такого, чего нет в природе. Техника, за счет которой существует телевидение, лишь жалкое подобие возможностей этого лучика. Раз луч невидим, я и не верил в него, несмотря на то, что она неоднократно пыталась демонстрировать и объяснить принцип его действия, найти доказательства, понятные объяснения. И однажды: «Скажи, Владимир, что такое, по-твоему, мечты? И многие ли люди способны мечтать?» Мечтать многие, думаю, могут. Мечта – это когда человек представляет себя в желаемом будущем. Хорошо, значит, ты не отрицаешь, что человек обладает способностью моделировать свое будущее, разные конкретные ситуации. Не отрицаю. А что такое интуиция? Интуиция, наверное, чувство, когда человек вроде бы не анализирует, что и почему может произойти, а какие-то чувства ему подсказывают, как нужно действовать. Значит, ты не отрицаешь существование в каждом человеке чего-то, помогающего ему, помимо привычных аналитических рассуждений, определять поступки свои и других. Допустим, не отрицаю. Отлично, хорошо, воскликнула Анастасия. Теперь сон. Сон, что такое? Сны, которые видят почти все люди. Сон – это... Не знаю, что это. Сон и есть просто сон. Хорошо, хорошо. Пусть просто сон. Ты, значит, не отрицаешь его существование. Тебе и другим известно, что человек в состоянии сна, когда его тело почти не контролируется частью сознания, может видеть людей, разные события. Ну, это, думаю, никто отрицать не будет. Но еще во сне люди могут общаться, разговаривать, сопереживать. Да, могут. А как ты думаешь, может ли человек управлять своим сном, вызвать во сне образы и события, желаемые им быть увиденными, как по обычному телевизору, например? Не думаю, что у кого-то это может получиться. Сон сам как-то приходит. Ошибаешься. Человек может всем управлять. Он и создан для управления всем. Лучик, о котором я тебе говорю, и состоит из имеющейся в человеке информации, представлений, интуиции, душевных чувствований и, как следствие, видений наподобие сна, осознанно управляемых волей человека. Как же можно во сне сном управлять? Не во сне, наяву можно заранее как бы программировать и с абсолютной точностью. У вас это происходит во сне и хаотично. Человек утерял большую часть своих способностей управления.
управления природными явлениями и собой. Потому и решил, что сон – это лишь ненужный продукт его усталого мозга. Почти все люди на Земле на самом деле, хочешь, я прямо сейчас попробую помочь тебе увидеть что-нибудь на расстоянии? Попробуй. Ляг на траву и расслабься, чтобы тело забирало меньше энергии. Надо, чтобы тебе удобно было. Ничего тебе не мешает? Теперь подумай о человеке, которого ты наиболее хорошо знаешь, о жене, например, своей. Вспомни ее привычки, походку, одежду, где, по твоему мнению, она может сейчас находиться, и представь все своим воображением. Я вспомнил свою жену, зная, что она в данный момент может находиться в нашем загородном доме. Представил дом, некоторые вещи, обстановку, вспомнилось многое и детально, но ничего я не видел. Об этом я и сказала Анастасии, на что она ответила: «Ты не можешь расслабиться до конца, как бы уснуть. Я помогу тебе. Закрой глаза, руки разбрось в разные стороны». Потом я почувствовал прикосновение пальцев ее руки к своим пальцам, стал погружаться в сон или дремоту. Жена стояла на кухне загородного дома. Поверх ее обычного халата была надета вязаная кофта. Значит, в доме прохладно. Опять сложности с системой отопления. Жена варила кофе на газовой плите, еще что-то в собачьей кастрюльке. Лицо жены было хмурым и недовольным, движение вяло. Вдруг она подняла голову, легкой походкой подошла к окну, посмотрела на дождь и улыбнулась. Кофе на плите убежал. Она подхватила джезву с переливающимся через края кофе, но при этом не нахмурилась и не стала, как обычно, раздражаться. Она сняла кофту. Я проснулся. «Ну, что ты увидел?» – спросила Анастасия. «Увидел? Но, может, это был обычный сон?» «Как же обычный? Ты ведь планировал увидеть именно ее». «Да, планировал и увидел. А где доказательства, что она именно там и была, на кухне в тот момент, когда я видел ее во сне?» Запомни этот день и час, Владимир. Если хочешь удостовериться, вернешься домой, спросишь. А еще ничего необычного ты не заметил? Ничего. Разве ты не увидел улыбку на лице своей жены, когда она к окну подошла? Она улыбнулась и из-за пролитого кофе не стала раздражаться. Это я заметил. Наверное, она в окно увидела что-нибудь хорошее, развеселившее ее. Она увидела за окном только дождь. Дождь, который ей всегда не нравился. Так почему же она улыбалась? Я ведь тоже своим лучиком на твою жену посмотрела и обогрела ее. Твой лучик, значит, обогрел, а мой что же, холодный? Ты просто смотрел из интереса, чувств не вкладывал. Значит, твой лучик может обогреть человека на расстоянии? Может. А еще что? Информацию некоторую получить, передать,
настроение улучшит, и болячки из человека лучиком частично можно выгнать. Еще много разного в зависимости от имеющейся энергии, силы чувств, воли и желания. А будущее ты можешь видеть? Конечно. Прошлое, будущее и прошлое – это почти одно и то же. Отличие лишь во внешних деталях. Основное всегда остается неизменно. Как это? Что может быть неизменным? Например, 1000 лет назад у людей была другая одежда. Они пользовались иными приспособлениями в быту. Но ведь не это главное. И 1000 лет назад, как и теперь, у людей были одинаковые чувства. Они не подвластны времени. Страх, радость, любовь. Представь, Ярослав Мудрый, Иван Грозный или фараон могли любить женщину точно такими же чувствами, как и ты или кто-то другой сегодня. Интересно, только непонятно, что это означает. Ты утверждаешь, что каждый человек мог бы иметь такой луч? Конечно, каждый. И сейчас у людей еще остались чувства и интуиция, способность мечтать, предполагать, моделировать отдельные ситуации, видеть сны. Только все это хаотично и неуправляемо. Может, как-то тренироваться нужно, какие-то упражнения разработать? Можно с помощью тренировок. Только знаешь, Владимир, есть еще одно непременное условие, чтобы лучик был подвластным воле. Какое еще условие? Непременно необходима чистота помыслов, а сила луча зависит от силы светлых чувств. Вот тена. Вроде все стало проясняться, но при чем тут чистота помыслов, чувства светлые? Они – энергия лучика. Все, Анастасия, это уже неинтересно. Потом ты еще что-нибудь добавишь. Основное я уже сказала. Сказать-то сказала, да условий слишком много. Давай о чем-нибудь другом поговорим, попроще. Весь день Анастасия занята размышлением, моделированием всевозможных ситуаций, происходящих в нашей прошлой, настоящей и будущей жизни. Анастасия обладает колоссальной памятью. Она помнит множество людей, которых увидела в своих представлениях или своим лучиком, их внутренние переживания. Как гениальнейшая актриса, она может имитировать их походку, голос, мыслит, как они. Она концентрирует в себе жизненный опыт множества людей прошлого и настоящего, пользуется этим опытом, моделирует будущее и помогает другим. Делает это она на большом расстоянии с помощью невидимого луча, и те, кому она оказывает помощь в виде подсказки, решения или исцеляет, даже не подозревают о ее помощи. Уже потом я узнал, что такие невидимые обычным зрением лучи только разные силы исходят от каждого человека. Академик Акимов сфотографировал их специальными приборами и опубликовал фотографии с этими лучами в 1996 году в майском номере журнала «Чудеса и приключения»,
К сожалению, мы не можем ими пользоваться так, как она. В науке, подобное этому лучу, явление называют торсионным полем. Мировоззрение Анастасии необычно и интересно. Что такое Бог, Анастасия? Есть ли Он? Если есть, то почему его никто не видел? Бог – это межпланетный разум, интеллект. Он находится не в единой массе. Половина его в нематериальном мире Вселенной. Это комплекс всех энергий. Вторая половина его частичками рассредоточена на Земле, в каждом человеке. Темные силы стремятся блокировать эти частички. Что, по-твоему, ожидает наше общество? В перспективе осознания всей пагубности технократического пути развития и движения к первоистокам. Ты хочешь сказать, что все наши ученые – недоразвитые существа, которые ведут нас в тупик? Я хочу сказать, что через них ускоряется процесс, а значит и осознание неверного пути. И что? Все машины и дома мы строим зря? Да. Тебе не скучно здесь жить одной, Анастасия? Одной, без телевизора и телефона. Какие примитивные вещи ты назвал? Все это имел человек с самого начала, только в более совершенном виде. Имею это и я. И телевизор, и телефон. Но что такое телевизор? Аппарат, с помощью которого почти атрофированному человеческому воображению преподносится некоторая информация и выстраиваются картинки и сюжеты. Я могу с помощью своего воображения нарисовать любые сюжеты, любые картинки, выстроить самые невероятные ситуации, да к тому же сама принять в них участие, повлиять как бы на сюжет. Ой, непонятно, наверное, выразилась, да? А телефон? Человек может разговаривать с другим человеком без помощи телефона. Для этого нужно лишь воля, желание двоих и развитое воображение. Концерт в тайге. Я предлагал ей самой приехать в Москву, выступить по телевидению. Представь, Анастасия, с твоей красотой ты могла бы быть фотомоделью, манекенщицей на мировом уровне. И здесь я понял, что ничто земное ей не чуждо, и как любой женщине приятно быть красавицей. Анастасия засмеялась. «Самой-самой красивой, да?» – переспросила она, и, как ребенок, стала дурачиться, ходить по поляне, словно по подиуму манекенщица. Мне стало смешно, как она имитирует манекенщицу, заводя ногу за ногу при ходьбе и показывает воображаемые наряды. Я зааплодировал и сам, включившись в игру, объявил: «А теперь, уважаемая публика, внимание! Перед вами выступит никем не превзойденная прекрасная гимнастка, несравненная красавица Анастасия».
Это объявление развеселило ее еще больше. Она выбежала на середину поляны и сделала невероятное сальто. Сначала вперед, потом назад, вбок, вправо, влево, потом очень высоко подпрыгнула. Одной рукой, схватившись за сук дерева, раза два качнувшись, перебросила свое тело на другое дерево, снова сделав сальто, стала кокетливо раскланиваться под мои аплодисменты. Потом она убежала с полянки и спряталась за густыми кустами. Улыбаясь, Анастасия выглядывала оттуда, словно из-за кулис, с нетерпением ожидала очередного объявления. Мне вспомнилась видеокассета с записью любимых песен в исполнении популярных певцов. Иногда вечерами в своей каюте я просматривал ее, вспомнив эту кассету, даже не думая о том, сможет ли Анастасия хоть что-нибудь изобразить. Я объявил: уважаемая публика, сейчас перед вами предстанут лучшие солисты современной эстрады, исполнят лучшие свои произведения. Прошу! О, как ошибся я, не поверив в ее способности. В дальнейшем произошло такое, что предположить было абсолютно невозможно. Анастасия, едва сделав шаг из-за своих импровизированных кулис, запела голосом Аллы Пугачевой. Нет, она не пародировала великую певицу, не имитировала ее голос, а именно пела свободно, передавая не только голос, мелодию, но и чувства. Однако более удивительным было не это. Анастасия делала акценты на отдельные слова, добавляя что-то свое, дополнительные штрихи. И песня Аллы Пугачевой, исполнение которой казалось уже невозможно превзойти, вызывала целую гамму дополнительных чувств, ярче высвечивала образы, например, в великолепно исполненной в целом песне «Жил-был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Продал тогда он свой дом, продал картины и холст, и на все деньги купил целое море цветов». Анастасия сделала акцент на слове «холст». Она удивленно и испуганно выкрикнула это слово. Именно холст – самое дорогое для художника, без чего уже невозможно творить, и он отдает это самое дорогое ради своей любимой. Потом, при словах «вдаль ее поезд унес», она изобразила художника, влюбленного человека, смотрящего вслед уходящему поезду, который уносил навсегда его любимую. Изобразила боль, отчаяние и растерянность. Потрясенный всем увиденным, услышанным, я не зааплодировал после окончания песни. Анастасия, поклонившись, подождала аплодисментов и, не услышав их,
начала новую песню с еще большим старанием. Она по порядку исполнила все мои любимые песни, записанные на видеокассету, и каждая песня, уже не раз слышанная мною, была в ее исполнении более яркой и содержательной. После исполнения последней песни, так и не услышав аплодисментов, Анастасия пошла к своим кулисам. Ошарашенный, я еще немножко посидел молча, находясь под необычным впечатлением. Потом вскочил, зааплодировал и крикнул: «Здорово, Анастасия! Бис! Браво! Всех исполнителей на сцену!» Анастасия осторожно вышла и поклонилась. Я все кричал: «Бис! Браво!» Топал ногами и хлопал в ладоши. Она тоже развеселилась, захлопала в ладоши и крикнула: «Бис! Это значит еще?» «Да, еще, еще, еще!» «Здорово у тебя получается, Анастасия! Лучше, чем у них самих, лучше даже, чем у звезд наших!» Я замолчал и внимательно стал разглядывать Анастасию. Подумалось, как многогранна ее душа, если она смогла привнести в уже, казалось бы, идеальное исполнение песен так много нового, прекрасного и яркого. Она тоже, замерев, молча и вопросительно смотрела на меня. Тогда я спросил ее: «Анастасия, а у тебя своя песня есть? Ты могла бы исполнить свое что-нибудь, неслышанное ранее мною?» «Могла бы, но в моей песне нет слов. Понравится ли тебе? Спой, пожалуйста, свою песню». «Хорошо». И она запела свою необыкновенную песню. Анастасия сначала вскрикнула, как новорожденный ребенок. Потом ее голос зазвучал тихо, нежно и ласково. Она стояла под деревом, прижав руки к груди, склонив голову, словно баюкала, ласкала своим голосом малыша. Что-то нежное говорил ему ее голос. От этого тихого голоса, удивительно чистого, вокруг вдруг все смолкло. И стрекот насекомых в траве. Потом Анастасия словно обрадовалась пробудившемуся от сна ребенку. В ее голосе послышалось ликование. Невероятно высокие по тональности звуки то парили над землей, то взлетали в высоту бесконечности. Голос Анастасии то умолял кого-то, то вступал в борьбу, то снова ласкал ребенка и дарил радость всему окружающему. Ощущение радости вселилось и в меня, и когда она закончила свою песню, я весело выкрикнул: «А теперь, многоуважаемые дамы, господа и товарищи, уникальный, неповторимый номер единственной в мире дрессировщицы, самой ловкой, смелой, обаятельной и способной укрощать любых хищников. Смотрите и трепещите!» Анастасия даже взвизгнула от восторга, подпрыгнула, захлопала ритмично в ладоши, что-то крикнула, засвистела. На поляне началось нечто невообразимое.
Сначала появилась волчица. Она выскочила из кустов и остановилась у края поляны, непонимающе озираясь. По окраинам от поляны деревьям, перепрыгивая с ветки на ветку, неслись белки. Низко кружили два орла. В кустах шевелились какие-то зверюшки. Раздался треск сухих веток. Раздвигая и подминая кусты, на поляну выбежал огромный медведь и остановился, как вкопанный близко от Анастасии. На него неодобрительно заворчала волчица. Видно, медведь подошел очень близко к Анастасии. Не получив на то приглашение, Анастасия подбежала к медведю, игриво потрепала его по морде, схватила за передние лапы и поставила вертикально, тому, что она не прилагала при этом значительных физических усилий. Медведь сам выполнял ее приказания в зависимости от того, как и насколько понимал их. Он стоял, замерев, силясь понять, что от него хотят. Анастасия разбежалась, высоко подпрыгнув, схватилась за густую гриву медведя, сделала стойку на руках, снова соскочила, перевернувшись в воздухе. Потом схватила медведя за лапу, стала сгибаться, увлекая за собой медведя, создавая впечатление, что она как бы перебрасывает его через себя. Этот трюк был бы невозможен, если бы медведь не проделывал его сам. Анастасия лишь направляла его. Медведь сначала падал на Анастасию, но в последний момент опирался своей лапой о землю и делал, наверное, все возможное, чтобы не причинить вреда своей хозяйке или другу. Волчица все больше и больше волновалась. Она уже не стояла на месте, а металась из стороны в сторону, недовольно ворча или рыча. На краю поляны появилось еще несколько волков. И когда в очередной раз Анастасия перебрасывала через себя медведя, пытаясь при этом сделать так, чтобы он еще и через голову перевернулся, медведь повалился на бок и замер. Вконец разнервничавшаяся и злобно оскалившаяся волчица сделала прыжок в его сторону. Молниеносно Анастасия оказалась на пути волчицы, и та, затормозив 4 лапами, кувыркнулась через спину, ударилась о ноги Анастасии, которая тут же положила одну руку на холку волчицы, послушно прижавшейся к земле, второй рукой замахала, как и в случае со мной, когда я в первый раз хотел обнять ее, не получив на то согласия. Не угрожающий, а возбужденно шумел вокруг нас лес. Возбуждение ощущалось и в прыгающих, бегающих, затаившихся больших и малых зверях. Анастасия стала снимать возбуждение. Сначала погладила волчицу, похлопала ее по холке и отправила. Шлепнув, как собаку, медведь лежал на боку в неудобной позе, словно чучело. Наверное, он ждал, что еще потребуется от него. Анастасия подошла к нему, заставила подняться, погладила по морде и так же, как волчицу,
отправила с поляны. Разрумянившаяся, веселая Анастасия подбежала и села рядом со мной. Глубоко вдохнула воздух и медленно выдохнула. Я отметил, что ее дыхание сразу стало ровным, словно и не проделала она своих невероятных упражнений. Лицедейство они не понимают, и не надо им его понимать. Не совсем хорошо это, заметила Анастасия и спросила меня: ну как? Я могу куда-нибудь пристроиться на работу в вашей жизни? Здорово у тебя это получается, Анастасия, но все это у нас уже есть. Дрессировщики в цирках тоже много интересного со зверями показывают. Не пробьешься ты, чтобы устроиться через барьер чиновничий, массу условностей и интриг. В них ты не искушена. В дальнейшем наша игра заключалась в перебирании вариантов, куда бы могла Анастасия устроиться на работу в нашем мире и как ей преодолеть существующие условности. Но легких вариантов не находилось, так как у Анастасии не было ни документов об образовании, ни прописки, а в рассказы о ее происхождении лишь на основании способностей, пусть даже необычных, никто не поверит. Перейдя на серьезный тон, Анастасия сказала: «Мне, конечно, хотелось бы еще раз побывать в одном из городов, может быть, в Москве, для того, чтобы убедиться, насколько точна я в моделировании некоторых ситуаций из вашей жизни. Мне, например, до конца непонятно, каким образом удается темным силам одурачивать женщин до такой степени, что они, сами того не подозревая, привлекают мужчин прелестями своего тела и тем самым не дают им сделать истинный выбор, близкий душе, а сами потом и страдают от этого, семью настоящую создать не могут, потому что...» И снова начались поразительные, требующие осознания рассуждения о сексе, о семье, о воспитании детей. А я подумал: самая большая невероятность из всего мной увиденного и услышанного – это ее способность говорить о нашем бытии точно и в деталях знать его.